Дорогие наши белорусы, в Беларусь пришла ужасная волна коронавируса, и ее нельзя игнорировать. Я прошу каждого внимательно относиться к ношению масок и возможности получить вакцины, беречь здоровье своей семьи, родителей и детей. Происходит катастрофа, но мы не получаем правдивую статистику. Врачи продолжают терять работу, а масочный режим отменен. В тюрьмах зараженным политзаключенным не дают лекарств и не изолируют от сокамерников. Недавно, после суток на Окрестино, от последствий коронавирусной инфекции умерла минчанка Елена Амелина. Она заразилась в камере и не получила медицинской помощи. В стране не осталось ни одного стационара без ковидных пациентов. Приходится приостанавливать плановую медицинскую помощь и операции. В реанимации попадают все более и более молодые люди, а пенсионеры продолжают умирать. Врачей в стране не хватает, а те, кто продолжают работу, трудятся по несколько смен подряд. Еще весной мы работали с Еврокомиссией и КОВАКС, рядом национальных правительств, чтобы привезти вакцины в Беларусь. Мы искали пути, как это сделать, через ООН, религиозные организации. Но тогда эти решения остались нереализованными, и последствия мы видим сейчас. Ситуация продолжает усугубляться, поэтому ради здоровья белорусов нужно объединить усилия, чтобы принять помощь наших соседей и международного сообщества. Сегодня от лица всех демократических сил мы направили письмо руководству ЕС, странам-членам Евросоюза и руководству КОВАКС. Мы призываем в срочном порядке оказать помощь Беларуси в размере как минимум 1 миллиона доз вакцин. Мы делаем это, потому что для нас пандемия – это не политика, это здоровье и жизни людей. И сейчас наша с вами задача и ответственность – позаботиться о своем здоровье и здоровье своих близких, помочь врачам, которые уже 1,5 года героически сражаются с пандемией, помогать нам. Носите маски. Прививайтесь той вакциной, которая вам сейчас доступна. Избегайте публичных мест и мероприятий и оставайтесь дома, когда это возможно. Пожалуйста, берегите себя. Вы нужны своим семьям, вы нужны своей стране, вы нужны всем нам.